Хоккеисты сборной России стали победителями первого этапа Евротура Кубка Карьяла. В заключительном матче турнира, который прошел в Хельсинки, ими была обыграна команда Чехии со счетом 3-0. Заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. Россияне завоевали золотые медали, одержав победы во всех трех матчах. Ранее они обыграли сборные Франции и Швеции. Второе место заняли чехи, тройку лидеров замкнули шведы. Российская команда в 9-й раз стала победителем Кубка Карьяла. Отметим, что в нынешнем розыгрыше за сборную выступали игроки не старше 20 лет, которые в середине декабря отправятся на молодежный чемпионат мира. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над Ростовом в центральном матче 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе ВЭП-арена и завершилась со счетом 2-0. Результативными ударами отметились Константин Кучаев и Федор Чалов. Благодаря этой победе армейцы вернули себе единоличное лидерство в турнирной таблице чемпионата. В их активе 31 очко. Идущий вторым петербургский «Зенит» отстает на 1 балл. Ростовчане же занимают 6-ю позицию, имея в активе 23 пункта. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с казанским «Рубином», а Ростов на своем поле примет Сочи. Обе игры пройдут после перерыва на матчи сборных 22 ноября. Гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука помог «Аталанте» сыграть с «Интером» в ничью со счетом 1-1 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии. Счет встречи открыл аргентинский нападающий Нерадзури Лаутаро Мартинес. Россиянин же отличился точным ударом после выхода на замену на 79-й минуте. Этот гол стал дебютным для Миранчука в рамках национального первенства и вторым в составе бергамасков. Ранее полузащитник отличился в матче Лиги чемпионов против датского Митюланда, также после выхода со скамейки. Напомним, Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» в конце сентября. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который прошел в Париже. В финальном матче россиянин выиграл у представителя Германии Александра Зверева со счетом 5-7, 6-4, 6-1. Спортсмены встретились друг с другом в 7-й раз. Теперь в активе Медведева 2 выигрыша против 5 побед у немца. Россиянин в 3-й раз стал триумфатором турнира серии «Мастерс». Благодаря этому успеху он поднялся с 5-й на 4-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, опередив швейцарца Роджера Федерера. Алена Косторная захватила лидерство после короткой программы на 4-м этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани. Косторная получила за свой прокат 78,15 балла. Второй идет Александра Трусова, у которой 77,42 балла. Третье место занимает Майя Хромых, набравшая 76,89 балла. Произвольную программу девушки представят сегодня. Напомним, Косторная является победительницей чемпионата Европы и финала серии Гран-при Международного союза фигурного катания. Перейдем к событиям нашего региона. Якутский легионер сборной Кыргызстана Аял Лазарев стал серебряным призером международного турнира по вольной борьбе Гран-при Москвы. Якутянин, выступавший в весовой категории до 125 килограммов, провел на турнире 2 схватки. Сначала он со счетом 10-0 выиграл у азербайджанца Ислама Абуева, а затем в финале проиграл вице-чемпиону России Шамилю Шарипову, представляющему Республику Дагестан. Якутяне завоевали 3 золотые медали на втором этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования завершились в Брянске. Среди стрелков в категории А победу праздновал чемпион Европы и мира Аял Макаров. Лидер команды республики выбил 169 мишеней из 200 возможных. В категории «Б» на высшую ступень пьедестала зашел Альберт Кузьмин, записавший на свой счет 167 очков. Также Макаров и Кузьмин, а также Степан Чепалов в составе сборной Якутии стали победителями командного первенства. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!